Я чувствую, что имею что-то против мавлидов. Он как бы убедился доводами, но остались сомнения. И спрашивает, почему не делают мавлиды в честь нашего господина Абу Бакра и Умара. Наш господин Абу Бакр и Умар удостоились самого большого мавлида. Есть ли мавлид больше, чем пребывание рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, утром и вечером? Они оба лежат рядом с посланником Аллаха. Во всяком случае, если бы они были похоронены в Египте, то мы бы увидели мавлид и в их честь. Поистине, жители Египта любят семейство пророка. Здесь у нас проводят мавлид в честь нашего господина Ухба бин Амира, а он сподвижник, находится в Египте. Есть также мавлиды в честь шахидов Бахнаса, они также сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Поэтому мавлидов проводят много. По разным данным, там похоронено от 60 до 5000 сподвижников, да будет доволен им Аллах. Его еще называют египетским Бакеем. Тем не менее, часть молодежи в Египте не слышала об этом кладбище, которое называется Почтенная Бахнаса, на котором похоронено около 5000 сподвижников. Не верь тому, кто тебе говорит, что проведение мавлидов в их честь является делом шиитов-фатимиадов и не имеет отношения к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Это неправильные слова, потому что у нас здесь в Египте проводят мавлид в честь имама Шафии, также в честь Ибн Фарида, а он не из семейства пророка. У нас проводят мавлиды в честь многих наших имамов. Сколько можно перечислять, и они не являются членами семейства пророка, но они из тех, кто любит семейство пророка. Например, семейство Салмана проводят мавлиды, и не возникает никаких вопросов. Не позволяй тем, у кого больные сердца, чтобы от их сердец к тебе переходила болезнь отдаления от семейства пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Они говорят, вы упомянули семейство, почему не упомянули асхабов? Что, у тебя есть претензии к семейству пророка, саллаллаху алейхи вассалам? Отбрось подобные мысли, будь искренен с Аллахом, и ты увидишь, как нур спускается в твое сердце, и он удалит сомнения такого рода.